Основная задача геолого-разведочного комплекса компании «Алроса» – поиск и разведка месторождений алмазов. Однако время, когда геологи с молотком открывали кимберлитовые трубки, ушло в прошлое. Сегодня поиски ведутся в сложнейших горно-геологических условиях путем выполнения целого комплекса работ. С недавнего времени для одного из методов пробоподготовки лаборатории Батуобинской экспедиции стали применять новую электроплавильную печь. В нюансах работы этого оборудования разбиралась Тамара Бессмертная. У неспециалистов эта печь сразу вызывает ассоциации с мини-мартеном. Плавильная электрическая система в течение считанных минут создает температуру более 1000 градусов, производит плавку одновременно 6 образцов горных пород и превращает их в идеально округлые стекла. Эта система применяется на этапе пробоподготовки для рентгенофлуоресцентного анализа. То есть у нас на данный момент только идет прессование. И у нас в лаборатории разработана универсальная методика, но не всегда это отвечает тем требованиям, которые хотят геологи. Приобретение электроплавильной системы «Катанакс» было продиктовано временем и необходимостью совершенствования лабораторных исследований горных пород. В горно-геологической отрасли России это полностью механизированная система плавления горных пород пока единственная. Как же происходит процесс? В твердосплавном стаканчике подготовленная горная порода закладывается в специальный отсек плавильной печи. Печь разогревается до температуры 1000 градусов. Далее происходит термическая реакция горной породы с баратами и получается расплав, по виду и составу похожий на жидкое стекло. Это происходит процесс размешивания. То есть получается уже температура 1000 градусов, флюсы порода перешли в жидкое состояние. И на данном этапе, получается, воздух, который там находится, он изгоняется туда путем перемешивания. Так выглядят готовые стекла. Разные цветом, потому что разные химические элементы содержатся в породах, разные породы. Если один реагент запустить, тоже стекла не будет. И если одну породу положить, тоже стекла не будет. У геологов у них есть геохимическая методика обработки данных, они уже выносят их на карту, строят аномалии. Новый метод пробоподготовки позволяет быстро и качественно подготовить любые образцы геологических проб для дальнейших исследований их вещественного состава с целью получения информации о перспективах открытия новых месторождений алмазов на объектах поисковых работ, выполняемых геолого-разведочными предприятиями акционерной компании «Алроса».